Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которая сложилась в Гагаузии вокруг назначения исполнительного комитета или утверждения состава исполнительного комитета, предложенного Шором, по сути, да, то есть в прямом смысле предложенного Шором. Это спровоцировало политический кризис в Гагаузии. Вообще, как долго будет длиться этот кризис и каковы его реальные причины, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем, Валерию Паша, директор общественной организации Watchdog МД. Валерий, приветствую. Добрый день. Благодарю, что пришли к нам в эфир и согласились прокомментировать ситуацию. Ну, для начала такой общий вопрос. Как вы оцените ситуацию, которая сложилась в Гагаузии? Ну, я думаю, что по-другому, чем распрями, это назвать сложно. Я думаю, что мы очень мало из реальных процессов видим в публичном пространстве. Это скорее такие отголоски тех переговоров, которые ведутся за кулисами. И я даже немножко удивлен, что так быстро это случилось. Потому что, если вы помните, мы говорили о выборах, о позициях, которые заняли местные политические элиты, или большая их часть, во всяком случае. И я тогда утверждал, что такие господа, как Константинов и остальные, очень наивны, если они думают, что смогут как-то играть Шором, что ли. То есть он будет финансировать, а они будут всем руководить. И, видимо, вот до них уже дошло. Ну хорошо, а что может быть причиной ссоры? Не получили, что обещали, что? Деньги, власть? Что в данном случае побудило местных политиков, которые, очевидно, заключили какое-то соглашение с Шором, пойти на вот это вот... Они не получили деньги или не получили власть, с вашей точки зрения? Ну, во-первых, они заключили соглашение с Шором, это было понятно из вот этих всех бесконечных поездок в Израиль. Я думаю, они не получили власть. Деньги это приходящее. Сегодня он что-то даст, а завтра уже может и не давать. И я думаю, что тут не столько вопрос того, что не назначили представителей разных групп в этот исполком, сколько тот факт, что Шор решил назначить прямо своих людей по факту руководить. Ну, мы, естественно, говорим о мэре Аргеева, господине Вережане. Да, то есть это прямой представитель Шора, который должен был приехать в Камрад и руководить Гагаузией. Вот с этим народные избранники Гагаузии явно не согласны. Хорошо, а, скажем, может ли Шор пойти на попятную в данном случае? Ну, скажем так, не настаивать на Вережане. Для Шора так принципиально Вережан или для Шора принципиально, чтобы там были абсолютно все люди лояльны ему и не были лояльны и контролируемы, допустим, тем же Константиновым, с вашей точки зрения? Ну, в составе исполкома уже есть люди, делегированные разными группами. Тот же Петров, да, он таки, так или иначе какую-то автономию имеет. Они координируются с Шором, но он отдельная личность. Шор там кого-то привез, но я думаю, что загвоздка именно в Вережане. И если вместо Вережана будет, не знаю, там условная Марина Таубер, то это мало что поменяет. Я думаю, что тут скорее принципиальная позиция не столько Шора, сколько вот этих местных групп в Народном собрании, что они хотят всем рулить. Но чтобы Шор дальше выпрашивал деньги из России на то, чтобы реализовывать какие-то свои обещания. А Шор с этим не согласен. И я думаю, он навряд ли добьется полного успеха, того, чтобы вот прямо задавить. Потому что это не удавалось никому. Вспомните прошлый опыт, когда разнообразные кишиневские политики или, скажем, политики национального уровня прибирали к рукам контроль в Гагаузии. Плохотнюк. Да. Вспомнить, когда он скупил и запугал абсолютное большинство, там практически все члены местного парламента, да, народного собрания перешли в Демпартию. Да, ну по сути перешли, да, они проголосовали за единственного представителя Демпартии в руководство Народного собрания. И при этом Плохотнюк не послал им там условного смотрящего назначить на какую-то должность и всем руководить. На местном уровне все-таки они рулили всем, да, там не приходили указки из Кишинева. Более того, они очень скоро
пошли против Плохотнюка и не послушали его, вспомните случай с этим референдумом. Да. Это более сложный вопрос, но по сути так было. Да? Когда Ирина Влах выиграла выбор, Плохотнюк же был у власти, он все контролировал в Молдове, и он не пытался ее как-то сломать. Да? Нет. Он не навязал ей назначать своих людей в исполком, например, и за всем следить. Хотя мог, в теории. Но он понимал, что это очень сложный регион. Более того, да, Плохотнюк, по сути, платил дань Ирине Влах. Вы имеете в Я виду, думаю, это не- отдав часть бизнеса зернового, да? Конечно, конечно. Вот я общался с сельхозпроизводителями в Кагульском районе. И они мне рассказали, как этот процесс произошел. Просто, например, та же группа, ну, крупнейшая, давайте не будем называть конкретные фирмы, чтобы не набраться еще разных исков. Да, ну, крупнейшая, практически монополистская на тот момент компания говорила сельхозпроизводителям на юге, что, ну, знаете, мы не можем у вас покупать продукцию. Мы здесь работаем, как бы, но мы у вас не можем покупать, у нас денег нет, якобы. Да? Подобным образом брату госпожи Влах передали контроль над серьезным рынком злаковых на всем юге Молдовы. То есть Плохотнюк, по сути, заплатил дань Ирине Влах, чтобы все было более-менее спокойно. И она отнюдь не была такая ручная. То есть даже Плохотнюк, несмотря на все свои методы грязные и жесткие, даже не попытался как-то навязать каких-то своих руководителей в Гагаузии. А Шор, будучи в бегах, да, имея контроль власти в Кишиневе, решил, что он это сможет сделать, что вот он там кому-то подкупил, кому-то наобещал, и вот прямо все за ним выстроятся. Но я все-таки не берусь делать какие-то прогнозы, что будет дальше. Хорошо, можем ли мы сказать, что в данном случае Шор застрял в Гагаузии? Я думаю, рано пока. Пока рано это говорить, потому что это противостояние длится. Я не исключаю, что стратегией Шора может даже быть попытка спровоцировать досрочные выборы, народное собрание. Да. Но тут стоит большой вопрос, да, реальной поддержки населения, такой серьезной поддержки населения у Шора в Гагаузии нет. Легитимность он заработал за счет поддержки местных политических элит. Вспомните, там, ну, за исключением нескольких таких более-менее лидеров, все поддержали, по сути, вот эту нового Башкана Гуцул на выборах. Да, если бы там условный Константинов или Ирина Влах или еще кто-то поддержали конкурента, Евгений Гуцул, то этот конкурент бы выиграл. Вспомните, там разница минимальная, он набрал 48%. Да. Соответственно, привозить людей из соседних районов или из Гагаузии за 200, за 300, за 400 лей на имитационные протесты – это одно, а вывести людей Гагаузии против народного собрания – это очень сложно. Да, потому что, ну, у людей тоже такой, знаете, циничный, прагматичный подход. Ты тут давай плати деньги, раздавай деньги, реализовывай свои обещания, но это не значит, что мы за тебя горой. Ну, может, проголосуем, да, люди, к сожалению, не сильно ценят свой голос. А вот если они поймут, что он пытается сломать народное собрание, ну, я не знаю, куда это выльется. Ну хорошо, тут разговор идет о том, что очень многие депутаты якобы боятся новых выборов в Народное собрание, увидев то, что Шору удалось провернуть на выборах Башкана. Ну, грубо говоря, никому неизвестного человека привести в Гагаузию и сделать из него Башкана. Вот это то же самое, они боятся, что он может этот же финт проделать на выборах в Народное собрание, просто в этих округах, 35 одномандатных избирательных округах, продвинуть никому неизвестных людей, просто завалив всем деньгами. Вот этот метод, этот способ, насколько его переоценивают или каков у него потенциал? Сможет ли Шор провернуть это в случае, если будут организованы досрочные парламентские выборы в Народное собрание? В теории может, особенно учитывая то, что вот в этих одномандатных округах избирают конкретного человека. Да. Но с другой стороны, вспомните, да, вместе с выборами Башкана проходили выборы в двух округах. Да. Да, кто там выиграл? Ну, независимый в Чокмайдане сын бывшего депутата. Там всегда они особнячком стояли, близкие к социалистам, но как независимые. И в
Вулканештах, честно говоря, не помню. По-моему, социалисты, если не ошибаюсь. Социализм, да? Да. То есть, по сути, выиграли в обоих случаях кандидаты, выдвинутые социалистами. Да. И это несмотря на то, что избирательный процесс шел параллельно с выборами Башкана, Шор уже заваливал всю Гагаузию, в том числе эти округа, деньгами, и у него там были свои кандидаты. Да, то есть, в теории, опять же, я не берусь утверждать, что это сработает подобным же образом на уровне всей автономии, но если местные элиты выстроятся против Шора, то ему будет сложнее. Опять же, я не говорю, что он не сможет скупить там некоторые округа или даже большинство округов, но тут лотерея. Да? Плюс я не думаю, что из Москвы его погладят по голове за то, что он идет на конфликт с местными элитами. Потому что в Кремле понимают, да, в ФСБ понимают, что для них важна поддержка Гагаузии. Им тут Шор для них это инструмент. Их цель это не поддержка Шора, это поддержка, скажем, таких антиправительственных, антизападных, антиевропейских сил. Да, то он называется Шор или Дадон или еще кто-то, для них это мало важно. Соответственно, я не уверен, что он получит поддержку ФСБ и кремлевской администрации в этом конфликте. Да, потому что все-таки это может привести к определенной обиде местных гагаузских элит. Они циничны, да, они выступают с пророссийскими лозунгами, но они все-таки, большинство людей довольно осознанные, не понимают, что они продвигают, по сути, фейк. Да. Многие из них, наверное, верят в это, но это большинство все-таки бизнесмены, которые ориентируются и в экономике, и в других вопросах, и они понимают, что сближение с Европросоюзом для Молдовы и для бизнеса, в том числе в Гагаузии, намного выгоднее, чем с Россией. Но при этом из политических мотивов избирательных они продвигают вот эти все нарративы российские. Но кто его знает, как оно повернется в случае конфликта. Вот. Важен момент позиции Кишинева, и я считаю, что важно не влазить, да, вот не повторять ошибку Плохотнюка, не лезть к Кишиневу и не ломать местную политику. Да. Местная политика в автономии должна быть местной политикой в автономии. Вот, кстати, по поводу Кишинева. Тот же Шор, и многие утверждают, что это влияние Кишинева на ситуацию. Как бы Кишинев тут препятствует, Константинов выполняет приказы Майя Санду. Наверняка видите эти нарративы, которые толкает Шор. Да. Вы как на это смотрите? Не, это глупо. Если бы у Майя Санду была возможность отдавать приказы Константинову, и тем более остальным, да, давайте вспомним, Константинова нету своего большинства, завязанного на него в Народном собрании. Ни у кого, насколько я понимаю, нет четкого большинства. Нет. Там разные группы. Если бы у Майя Санду была такая сила, то она бы, наверное, еще до выборов включила эти рычаги влияния и не разрешила бы им поддерживать Евгению Гуцул и разъезжать в Израиль и так далее. Да? С другой стороны, совершенно понятно, что у Кишинева и не было каких-то выигрышных вариантов, потому что ни один из кандидатов не был настроен на какой-то особый конструктив с Кишиневым. Да, или тем более поддержку правящей партии, правящего президента. Вот. Были варианты, скажем, такого меньшего зла, да, то есть не те, которые открыто, имея в виду кандидатов, которые открыто завязаны на преступные группы, там, Шора, Карамалка и так далее. Вот даже тот же кандидат социалистов, понятно, что он очень пророссийский и так далее, но это хотя бы, это политическая партия. Как ни крути, но социалисты это политическая партия, это не организованная преступная группировка. Вот. Интересна мне на данном этапе позиция многих социалистов в Кишиневе. Богдана Цирдю посмотрите. Да, насколько я понимаю, социалисты в Народном собрании не хотят голосовать за состав, предложенный Шором. У них самая жесткая риторика в отношении Шора сейчас, хотя они воздержались, но самая жесткая риторика в отношении Шора у них, да, у социалистов. Да. При этом Цирдя критикует, по сути, местных социалистов в Гагаузии. Он продвигает посты Шора, критику в отношении того же Константинова и так далее. Я уже не могу понять, что происходит в самой партии социалистов в Кишиневе. Хорошо, а вот можем ли мы сказать, что у Шора есть полный карт-бланш на съедение партии социалистов? В политическом смысле имеется в виду. Или все же не дадут ему до конца уничтожить эту партию, до следующих выборов? Я думаю, скорее второй вариант. Посмотрим, что будет на выборах в Бельце. Понятно, что в Гагаузии у него карт-бланш их уничтожать насколько возможно. Центральные органы партии социалистов это приняли. Смотрите на позицию Дадона. Да? Он там вышел, что-то выступил против Шора, ему надавали по шапке из Москвы. Дадону запретили
идти кандидатом в мэра Кишинева. Мгм. Но тут стратегия понятна. Кремль пытается сделать как можно более комфортное переизбрание для Иона Чапана. Да? Но в Бельцах, судя по всему, будет как бы основной упор на кандидата партии социалистов. То есть у меня такое ощущение, что вот Кремль перенимает стратегии и тактики Плохотнюка, который не особенно смотрел на название партии, да? Смотрел на общую математику. И я думаю, все-таки стратегия такова, что партию социалистов ломают, но не полностью. Они скорее ломают Дадона, Батрынчу, да, Батрынчу же тоже не разрешили идти в мэра Кишинева. Но я думаю, все-таки в Кремле надеются как-то сохранить. Если Шор послушается, ну, посмотрим. Он делает все возможное, чтобы их уничтожить. Но ситуация в Гагаузии на самом деле очень интересна. Вот именно позиция местных социалистов – это интересный феномен. Ну, местные социалисты, как я сказал, у них самая жесткая риторика, посмотрим, надолго ли их хватит, скажем так. Вы привели пример Плохотнюка. То есть Плохотнюк, его задача, скорее всего, была успокоить Гагаузию, чтобы Гагаузия не издавала лишний шум и не портила общую картину вот этой идиллии в стране. Да? У Шора совершенно очевидно другие цели для Гагаузии. Это чтобы Гагаузия была как можно громче, и как можно громче против Кишинева, и чтобы Гагаузия начала раскачивать лодку. Насколько ему удастся использовать Гагаузию в этом плане? Вот как вы видите из того, что он может мобилизовать те же протесты, вот эта политическая ситуация, в которой он застрял, насколько эти планы могут оправдаться у него? Ну, для того, чтобы это в полной мере реализовать, ему нужно получить общий контроль, то есть прямой контроль, не просто должность башкана, Да. а эффективный контроль над всей Гагаузией. А это означает и контроль над большинством местных политических элит, то есть тех же, например, членов Народного собрания. Да. Потому что, насколько я могу судить, они так бахвалятся, риторика такая жесткая, антикишиневская, анти-Майя Санду и так далее. Но, скажем, я не вижу там реального желания идти на конфликт. Вспомните ситуацию с тем моментом, когда НЦБК пришел с обысками изымать документы из Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Да. Собрались, заявления делали, что чуть ли не там идут на революцию и на признание односторонние результаты выборов в Народном собрании. Да. В итоге, не то что абсолютным большинством, а общим, да, то есть просто все проголосовали, просто за такое беззубое, ну, тоже беззубое, но не обязывающее. Ничему не обязывающее заявление, да? Заявление, что вот мы поддерживаем Центральную избирательную комиссию Гагаузии. И на этом все закончилось. То есть реального желания у членов Народного собрания идти на какой-то конфликт, объявлять тут Народную республику и поднимать флаги России на государственных органах нету. И слава богу. Да, потому что это такая форма политического популизма, играть на пророссийских настроениях Гагаузии, выигрывать на этом такие электоральные очки, но не далее того. И слава богу, так или иначе это опасная игра. Да, потому что своим поведением политики в Камрате они добавляют, да, они усиливают вот эти антиевропейские, пророссийские настроения. Но они их не диктуют. Не они являются основным источником. Они скорее паразитируют на этих настроениях все-таки. Ну да, мы видели, что Константинов, как бы один из мотивов, вот это Шор пытается нас поссорить с Кишиневым, как бы, да, это один из его мотивов, почему он не поддерживает исполком, предложенный Шором. А вот расчет на народную революцию, насколько это, как бы, вариант, который сработает в случае с Шором? Потому что, очевидно, он пытается мобилизовать, там, свести людей на площадь, но как-то люди, даже если получили по свои 400 лет, как-то стоят в сторонке под тенью, как бы, да, особо не лезут. Ну, а народ... в Кишиневе не так же было, да? Буйными были только те, которые получали не по 400 лет, а по $400 в день. И то так потолкаться с полицией. То есть настоящих, таких ярых, которые прямо верят в то, что они делают на этих протестах, было действительно мало. В Гагаузии происходит то же самое. Более того,
Я не исключаю, опять же, у меня нет каких-то данных, чтобы утверждать, что именно так или не так произойдет. Но может оказаться сценарий, что если Шор будет перегибать, то случится народная революция против его кандидата, Башкана. И может это привести не столько к досрочным выборам в Народное собрание, сколько к потенциальному импичменту Евгении Гуцул, которая даже не приступила, по сути, у нее нет исполкома. Да. И это может случиться. И если это случится, то тогда у Шора будут конкретные проблемы. А как бы члены Народного собрания могут себе спокойно сидеть и ждать следующих выборов в срок. И, наверное, последний вопрос. Решение парламента, внедряющее решение Конституционного суда, с вашей точки зрения, насколько оно усложняет задачу Шору на предстоящих местных выборах? Да, я думаю, не особо. На местных выборах это не так важно. Там голосуют за конкретного кандидата, раздавать подарки можно за конкретного кандидата. А далее у них отлаженная система работы. Я думаю, им не составит большого труда перетащить, избирать. Ну, это будет больше бить по, скажем так, политическому голосованию. Муниципальный совет Кишинева, например, да? Перетащить будет чуть-чуть сложнее. Но на местном уровне, знаете, как там. От какой партии мэр, за ту партию голосует и в местном совете, Ну да. и в районном совете. Соответственно, я не думаю, что это создаст какие-то серьезнейшие проблемы партии. Ну, смотрите, ну, например, тот же Лупов в Тараклии, он уже выдвигаться не сможет, если он в прошлый раз выдвигался от Шора. А тот же Вережану, понятно, ему там подыскивают место в Гагаузии, но в Аргееве он уже баллотироваться не сможет. И Марина Таубер уже не сможет баллотироваться, я так понимаю. Тот же как его зовут, Цуркану, председатель района Архей, Марина Таубер. И это проблема. Там, насколько я понимаю, 5-600 человек, не меньше, которые не будут иметь права баллотироваться на местных выборах. И это потенциальная проблема для Шора. Почему? Ему нужно подыскивать других людей. И в то же время придумывать, что делать с сотнями тех, которые его такие фронтлайнеры. Куда пристраивать, вы имеете в виду, да? Да. Им нужно чем-то заниматься, платить за что-то зарплату. Это усложняет, это будет приводить к внутренним конфликтам. Вот. А представьте себе, если действительно этот конфликт между Народным собранием и избранным Башканом приведет к отставке Башкана. Она же не сможет больше идти на выборы. Нет. Решение парламента беспрецедентное для Молдовы и очень редкое на международном уровне. Вот сейчас мои коллеги, эксперты в области права и администрации, изучают международный опыт. Я, например, считаю, что этот закон все-таки провели без достаточных консультаций, в том числе с международными структурами. С другой стороны, это запоздалое решение. Да. Есть пункт в Конституции, который с 1994 года, и за все это время парламент не разработал дополнительное законодательство, которое четко прописывает, что случается с теми партиями, которые признаны неконституционными. Да, то есть это просто постфактум разработали законодательство по внедрению таких решений в жизнь. И это, это точно не совсем хорошо. Да? Вот тот же Конституционный суд должен был бы иметь четкое представление о последствиях своего решения. Да, и это проблема, особенно учитывая то, что оппозиционные партии, та же платформа «Да», еще довольно задолго до решения Конституционного суда призывала разработать законодательство по внедрению. Это, по мне, как минимум, недоработка правящей партии и ответственных за юридическую часть их работы. Валерий, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо, Михаил. До свидания.